Шагульгов Осман Тарович. Галаев Гелани Абдурахманович. Горчанов Багаудин Виситович. Реализация федеральной целевой программы «Жилище», в рамках которой построены многоквартирные дома, во многом стала возможна благодаря руководителю региона Юнусбеку Евкурову. Ему же слова благодарности сегодня выражали 250 семей, которые пришли к пункту сдачи первых высоток в сельском поселении Яндари. По программе «Жилище» они строили домой, начали на сегодняшнем завершении эти дома и переселяем людей как и частного домовладения. Но здесь вопрос в другом, что мы сейчас планируем не только продолжить программу по ветрому аварийному жилью, не только по переселению с аварийного фонда, как по линии реформированного программа очень мощная, хорошо у нас работает. Мы планируем на этом площадке строить эконом-жилье. Мы сейчас ряд инвесторов нашли, которые будут строить, я думаю, где-то от 16 до 18 тысяч рублей за квадратный метр. И мы будем строить эконом-жилье для жителей, которые могут спокойно это жилье покупать, и заполнить этот микрорайон целой инфраструктурой. В первую очередь, это праздник для тех, кто получил новое жилье. Я искренне поздравляю вас и желаю домашнего уюта, сказал в своем выступлении Юнусбек Евкуров. Он также сообщил жителям города Карабулак, сельских поселений Орджоникидзевской и Яндари, что в жилом городке будут построены детский сад, школа, поликлиника и спортивный зал. Мы не намерены останавливаться на 5 домах. Жилой городок будет расширен. Здесь будут возведены дома эконом-класса. В первую очередь, это будет хорошим подспорьем для молодых семей, отметил глава региона. Я искренне всех поздравляю, кто получает сегодня ключи от новых квартир. Желаю, чтобы вы здесь себе нашли уют. Желаю, чтобы у вас здесь было все прекрасно, красиво. Желаю вам и вашему коллективу, который здесь будет жить, чтобы у вас на территории был порядок не хуже, чем сейчас он есть, а чтобы он был еще лучше. Мы планируем здесь построить эконом-жилье для молодых семей, для жителей сельских поселений, которые здесь рядом находятся, в том числе и Карабулак, и Яндари, и часть населенных пунктов. Почему? Потому что у нас не хватает земли для того, чтобы каждому строить дом или каждому дать участок. Мы должны пойти уже вверх, по этажам. И здесь будут условия, и если молодой человек, который нуждается в жилье, в земле, в участке земли, мы будем предлагать им не землю, а будем предлагать квартиру. Примерная цена не более 20 тысяч рублей за квадратный метр. Почему она и называется эконом-жильем? Но мы будем стараться делать так, чтобы те инвесторы, которые будут строить, чтобы они строили в пределах даже 18 тысяч рублей за квадратный метр. Далее в своем выступлении глава республики призвал жителей домов создать товарищество собственников жилья, следить за подъездами и дворами. Благодаря помощи федерального центра сегодня, к 20-летию Ингушетии, государство сделало вам хороший подарок. Заботой о своих детях следите за тем, чтобы у вас были чистота и порядок, сказал Юнусбек Евкуров. Создавайте в срочном порядке в каждом своем доме ТСЖ. Назначайте в каждом подъезде, на каждом площадке, на каждом этаже старшего, кто отвечает за подъезд. Назначьте старшего, кто за дом отвечает. Общий коллектив сделайте и сделайте какой-то такой совет, который отвечает за весь городок. Тогда у вас все будет нормально. Тогда у вас домофоны будут работать. Тогда у вас дети здесь не будут баловаться. Тогда вы будете дружно жить, радуясь, как вы хорошо живете. Глава Ингушетии также выразил благодарность ряду строителей подрядной фирмы «Мальтез», дал высокую оценку качеству выполненных работ. Сутыгова Этимат Исраиловне, штукатур маляров общества с ограниченной ответственностью «Мальтез». Заиговой Хаве Аюповне, штукатур маляров общества с ограниченной ответственностью «Мальтез». Ахейговой Фатиме Супьяновне, штукатур маляров общества с ограниченной ответственностью «Мальтез». Начало строительства этого проекта начато в 2007 году. В связи с возникшими проблемами, финансовыми проблемами, строительство этого проекта было приостановлено.
благодаря нашему руководству во главе с Юнусбеком Андреевичем Евкуровым были изысканы средства, которые нам позволили в кратчайшие сроки закончить вот этот проект. Заказчиком является Министерство строительства Республики Ингушетия. Подрядные работы выполнялись строительной фирмой «Мальтес». Материал использовался самый качественный. Окна, двери по новым технологиям. Все. Рабочая сила, основная рабочая сила – это местное население, ну и частично из соседней республики. На сегодняшний день построено 5 домов. 5-этажных, 5 домов. Отдали в эксплуатацию? Все 5. Но они у нас 3-подъездные и 4-подъездные. На сегодняшний день мы сдали в эксплуатацию все 5 домов. Юнусбек Евкуров и Муса Чилиев побывали в нескольких квартирах вместе с их хозяевами. Пожелали новоселам благополучия и счастья. Так, помогайте там. Ну, смелей, что ты? Встречай своих хозяев в Новый дом. И пусть каждый новосел будет здоров, любим и счастлив. С новосельем! На новую квартиру Муртазаева Мака не может насмотреться. Полы не скрипят, потолок не протекает, удобства не на улице, нет сквозняков. Все ровным счетом, наоборот, теплая вода в кране, приборы учета, свеженькие обои и пластиковые окна. А что было в старом доме, ей вспоминать не хочется. Мы раньше жили тоже в Карбулаке, мы живем, но условий у нас никаких не было, правда. Но сейчас нам дали квартиру двухкомнатную, у нас 5 человек, и мы очень рады и благодарны за это. Вы посмотрели свою квартиру? Понравилось вам? Очень понравилось, очень. И ванна, и вода идет, все везде хорошо, чисто, приятно, очень приятно. Вы смотрели другие комнаты? Нет, я вам сейчас покажу свои комнаты. Тут у меня комната большая, просторная. Я очень довольна. Вот у меня еще зал большой. Там кухня. Ну, можно жить, короче. И я очень благодарна. Спасибо главе нашей республики. Семья у Маки небольшая, 3 сына и она с мужем. Самому старшему скоро 16 лет. А значит, это просторная отдельная комната и друзья, которых ее сын многие годы мечтал позвать в гости. Конечно, переселяясь сюда, многие проблемы уходят сами собой. И жизнь начинает течь в другом русле, за что и благодарна семья Муртазаевых. Также хочу сказать благодарность строительной фирме, тот, кто строил, кто трудился, и нашему главу администрации. После вручения ключей счастливые переселенцы поспешили осмотреть свои жилища, а там и гости, и мавлид в честь новоселья не за горами. Все квартиры с евроотделкой и со счетчиками. Так что те, кто раньше мерз в вагончиках и щитовых домиках, теперь смогут самостоятельно и автономно прогревать свои апартаменты. Марина Зортова, Рамзан Ахильгов, Али Дударов, Вести, Ингушетия.